Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие водолеи. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 8 по 14 августа для вас. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени. Итак, прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента. И напоминаю о том, что это общий прогноз. Еще можете смотреть по знаку лунному. В любом случае, вы для себя найдете какую-то подсказку. Итак, дорогие водолеи, давайте-ка смотреть с 8 по 14 события для вас. Ставьте, конечно же, лайки. Большое спасибо за хорошие комментарии. Лайки для обмена энергиями. Итак, а что у меня со светом? Работает? О, есть. Итак, водолей с 8 по 14 августа. Смотрим. Если я что-то не увижу, то пишите мне в комментариях. Я обязательно отвечу и напишу, что это может означать. Но должна сказать вам, если я вот чего-то не замечаю, то оно потом все равно и не проигрывается. То есть это может быть событие не столь важным. Не знаю, как это получается так, но как-то так. Но в любом случае все равно я вам отвечу, что это может обозначать. Так, 3, 5. Так, пока что я не вижу совпадений. Подальше. Есть у нас первое совпадение. Так, это и второе сразу же. Смотрите, это связано с человеком, который вам не совсем приятен. То есть это человек, который может о вас сплетничать, за спиной что-то говорить, нехорошо что-то думать, может быть, даже колкости какие-то говорить. Человек, который вам неприятен, это, кстати, это женщина. В основном это показывает женщину. Ну, в принципе, мужчину тоже может быть, если он такой вот колкий, худой, вполне возможно, чисто вот если визуально, худой, такой вот с длинным языком, вот это поболтать, да, посплетничать, вот такой вот тоже может быть. Но в основном показывает женщин, и вполне возможно, что начальница в основном начальниц показывает. Человек, который вам не совсем приятен, да, будет какая-то от него, ну ты смотри с этим светом, что-то вообще, ладно, будет от него, есть еще какая-то ситуация, либо напишет, либо какая-то мгновенная новость, либо позвонит внезапно, вот допустим, к примеру, там, все там, Вася или Света, выходи завтра на работу срочно, ну что такое, или о чем объявить что-то хочет срочно. Дальше, что у нас тут еще есть? Есть у нас катастрофически не хватает времени, либо куда-то спешите, либо куда-то опаздываете. Есть решение проблемы. Все зависит от вас, вы решите какую-то проблему. Все в ваших руках, какая-то дверь перед вами открывается. Дальше. Есть что-то связано с детьми, либо какая-то семейная жизнь, что-то с семьей, либо что-то с детками связано. Есть исполнение желания. Кстати, это может кто-то родить ребенка, либо зачатие ребенка может быть.
Так. Так, смотрите, есть еще ситуация, касающаяся здоровья. Может быть какое-то недомогание, но это все разрешится положительно. Так, смотрим горизонтали. Что у нас тут совпадение есть? У нас домик, какое-то событие, хорошее событие в доме. Кстати, может быть говорящее там о рождении, о дне рождения, либо о рождении ребенка, либо день рождения ребенка, либо зачатие. Это такое хорошее событие в доме, исполнение желания. Так, и разрешение какой-то проблемы. Так, что у нас еще тут есть? Угу. Так, смотрим горизонтальки. Так. Угу, угу. Тут у нас не получается. Тут. Так, здесь вроде тоже зафиксировано. И есть у нас в начале недели какой-то конфликт, да? Так будете нервничать. Вот из-за чего-то это может быть либо очень сильный конфликт, либо можете из-за чего-то очень сильно нервничать. Что-то вас может раздражать. И при том как-то так, знаете, на взводе будете. Так. И смотрим вертикальки. Так, вертикалька тут у нас есть. Так, здесь нет. Здесь у нас тоже нет. Здесь пока тоже ничего такого не видно. Здесь у нас тоже нету. Нет, нет, нет. Луна зафиксирована. Ну, тут все как бы. Ну, смотрите, давайте-ка подытожим. Да, есть какая-то ситуация, касающаяся. Кстати, вот змея еще может говорить у нас о здоровье. То есть обратите внимание все-таки на здоровье, раз она у нас тут выпала тоже вот косвенно так. Но проблема разрешима в любом случае. Есть еще ситуация, когда будет какой-то внезапный звонок от женщины, скорее всего. Есть такая ситуация, когда женщина неприятна вам, и в начале недели может быть какой-то конфликт, вполне возможно, с этой женщиной, либо она вас будет раздражать жутко. Вот она на работе появляется, она вас уже жутко раздражает, и вы себя некомфортно чувствуете, либо даже может быть конфликт с этой женщиной. Либо это может быть начальник или начальница. В общем, может быть такая какая-то стычка. Так, ну все разрешимо. Все равно в любом случае все как-то разрешается. Будет какое-то, чуть дальше будет какое-то известие, новость, притом какой-то внезапный звонок, внезапно кто-то написал, внезапно кто-то объявился, внезапно кто-то что-то вот сказал. Вот, какая-то что-то внезапно может быть. Или внезапно появление вот этой вот женщины и произойдет какой-то конфликт. Вам катастрофически не хватает времени, либо вы куда-то торопитесь, либо опаздываете. Так, но в любом случае, как бы там ни было, какая-то ситуация разрешается. Может, вам нужно, допустим, отпроситься у начальницы с работы, да, и у вас вот без конфликта, ну, никак не получается отвоевать себе какой-то день. Тоже как вариант, потому что есть у вас, может, вам нужно отпроситься, потому что есть у вас какое-то событие в доме в конце недели, исполнение желания. Это что-то связано с детьми или с рождением детей, или с днем рождения ребенка, какой-то может быть семейный праздник, либо еще может быть зачатие, как вариант тоже. Потому что есть какое-то разрешение проблемы и исполнение желания. То есть я вам говорю, какие могут быть варианты, а вы уже каждый подстраиваете вот эти события под свои истории. Так, ну все.
И все. Хорошее событие в доме в конце недели, исполнение желаний, то, что связано с семьей, семейной жизнью и с детьми. Так, вот такой вот расклад для вас. Всем спасибо за внимание, за просмотр, лайки, комментарии. Лайки для обмена энергиями, конечно же, ставим. Всем пока-пока.